Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Якутия примет участие в 4-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах Дальневосточного федерального округа. В настоящее время идет подготовка заявок. Об участии в конкурсе мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Любовь Попок, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе республики Саха-Якутия. Любовь Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем. Я так понимаю, что заявки уже начинают принимать. Сколько заявок сегодня в работе? Какие проекты уже можно выделить? Мы участвуем уже не первый год, являемся победителями ежегодными. Например, в прошлом году мы стали победителями 5 муниципальных образований. Часть уже реализуется, часть завершаться будет на следующий год и начало следующего года. Ну и, конечно же, мы готовим заявки в 2025 году. Благодаря как раз поддержке Владимира Владимировича Путина нашу программу продлили. Сейчас она уже входит в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Наверное, часто мы слышим уже данный национальный проект. Он чем хорош, тем, что там объединили практически всю инфраструктуру, необходимую для комфортного проживания жителей городов и сел. Что касается заявок, на сегодня у нас уже поступило 15... сейчас мы пока собираем муниципальные образования, которые заявляются. И на сегодня примерно где-то 15 заявок. Мы ожидаем, конечно, больше, потому что как раз в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» появилось такое понятие «опорные населенные пункты». И, соответственно, опорным населенным пунктам дали возможность также участвовать в данном конкурсе, независимо от численности населения, но при этом ограничили до 300 тысяч. И, соответственно, мы ждем сейчас дополнительные заявки. Надеемся, что их будет больше. Даже от самых наших малых городов и сел, насколько я понимаю. Да, конечно. Если говорить о победе в конкурсе, что она дает, и самое главное, когда эти проекты будут реализованы, есть ли какой-то конкретный период? Ну, в первую очередь, это возможность получить федеральные средства. Они достаточно не маленькие, начинают 50 миллионов, но с этого года это уже 20 миллионов. Это я же говорила, что у нас появились опорные населенные пункты. А опорные населенные пункты, например, на Дальнем Восточном федеральном округе, они с численностью населения небольшие, поэтому там предусмотрено 20 миллионов для таких маленьких населенных пунктов. И до 150 миллионов. Реализация происходит в течение 2 лет. И в зависимости от объема самой площадки муниципальное образование может завершить работы как в 2025 году, так и в 2026. То есть, а так возможность, исходя из наших суровых достаточно климатических условий, нам дают такую возможность. И в том числе и строительного сезона. Да, конечно. Еще один конкурс. Весной мы традиционно голосуем за объекты, которые также могут быть реализованы на федеральные средства. Что это за конкурс? Давайте о нем немножко тоже поговорим. Это не конкурс, это голосование, да, то есть это та возможность вовлечения граждан в участие в национальные проекты. То есть сначала жители голосуют за определенную территорию, подготавливается несколько вариантов муниципальными образованиями, и, соответственно, жители уже голосуют за территорию. Следующий этап – это, конечно, разработка дизайн-проекта, и обязательно выносят на обсуждение жителям. Наши проектные организации в процессе проектирования работают также с жителями, с бизнесом, сообществами, собирают информацию о потребности. И в дальнейшем уже следующий этап – подготовка проектно-сметной документации. И мы выходим на конкурс уже либо конкурс «Малые города, исторические поселения», либо это конкурс уже регионального значения, где немножко меньше средства. У нас, например, в этом году было выделено 286 миллионов. Это уже региональный проект, и, соответственно, мы уже участвуем, муниципальное образование участвует в этом конкурсе. Вот если возвращаться к конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды на Дальнем Востоке, это, насколько я понимаю, 4-й раз уже будем принимать участие. Вот за предыдущие 3. Давайте какой-нибудь один из объектов назовем, чтобы жители нашей республики хотя бы глазами, так скажем, видели, какой это объект воплотился в жизнь. Например, когда мы были в Калуге, когда объявляли победителей, наши федеральные эксперты отметили набережную города Покровска.
Отличительная черта данного объекта — это, конечно же, открытое пространство, на котором есть определенные павильоны, теплые павильоны, где нашим гражданам в зимний период можно находиться и погреться, попить кофе, попить чай. Хотела бы отметить, например, парк в городе Алдане. Очень хороший парк, он достаточно большой, там можно заниматься любым видом спорта, и он это одно из самых любимых мест алданцев. Есть у нас, конечно, очень много объектов в Бердигистяхе. Они у нас практически лидеры по комфортной городской среде. Здесь, конечно, очень большая вовлеченность граждан, предпринимателей. Поэтому отличительной чертой, конечно, наших объектов мы стараемся обязательно обустраивать их теплыми павильонами. Сейчас мы переходим к следующему этапу. У нас, конечно, стоят перед нами другие запросы. Это когда необходимо использовать малоархитектурные формы для того, чтобы граждане могли обогреться. И вот мы сейчас прорабатываем это направление. Давайте из Калуги перенесемся в Казань, в третью столицу, условную третью столицу нашей страны. Там с 6 по 8 февраля состоялся форум «Казаныш». Знаю, что якутская делегация архитекторов тоже принимала участие. Какие итоги можно подвести? Ну, во-первых, сам Казаныш, он проходит ежегодно, но отличительной чертой данного мероприятия в этом году это было то, что там состоялась именно встреча стран БРИКС. Очень много зарубежных архитекторов, экспертов, проектных организаций приехали в Казань, и, соответственно, состоялись круглые столы, стратегические сессии, и где обсуждались и делились опытом страны своими подходами. В том числе и, конечно, Якутия впереди планеты всей. Практически участвовали во всех сессиях. У нас Центр компетенции принимал участие, делился опытом проектов. Также наш постоянный эксперт — это Ирина Дмитриевна Алексеева. Она как федеральный эксперт приглашен был как раз на круглые столы, и там можно было как раз обсудить и поделиться опытом. А делиться нам есть чем, потому что очень много проектов общественных пространств реализовано. Подходы у нас особенные. Конечно, когда мы говорим об идентичности, это в первую очередь Якутия, потому что у нас особая культура, и мы, конечно же, стараемся использовать это. Вот касаемо про использование особой культуры, был в Казани, знаю, что у нас все-таки схожие культурные этнические моменты. Вот, допустим, мы на площади Ленина на ограничениях нанесли харысхалы вот на тротуарах. В Казани есть тоже подобные орнаменты. Как мы еще можем так улучшать свои общественные пространства с отсылкой на нашу традиционную культуру? Нет, Можно ли что-то в Казани подчерпнуть? Нет, ну, конечно же, во-первых, отличительной чертой, вот, например, я второй раз в Казани была, мне очень понравилось, у них очень много появилось таких объектов быстрой еды, да, фастфуды, там, ну, такое что-то. Традиционное, да, и мне понравился, например, подход, что внутри у них национальный колорит, очень красивый дизайн, звучит национальная музыка, и все блюда, по сути, схожие в каждом городе, да, но они преподнесли это с определенной изюминкой своей, именно традиционной, ну, именно национальной. Также можно обратить внимание, мы, кстати, были в театре Камала, все происходило в прекрасном здании, наверное, наслышаны об этом здании, и внутри, конечно, отсыл традиционной и национальной культуры, он сразу чувствовался. А видели, как они переделали библиотеку имени Ленина, когда они космический корабль условный встроили вот советский брутализм? Я считаю, что это тоже очень достойно того, чтобы, возможно, у нас что-то повторить. Да, конечно. Но на самом деле это прекрасное пространство. Это одно из направлений как раз вот в Казани, чем мы, конечно, стараемся этот опыт перенять и перенести сюда, это то, что все пространства открыты для населения, независимо, библиотека это, либо это музей. Это всегда какая-то коллаборация каких-то встреч, сообществ, при этом это с чашечкой кофе, с чашечкой там, чая и с детьми. Да, конечно. Любовь Александровна, раз уж мы возвращаемся постепенно в республику, давайте поговорим о предстоящем фестивале Мусустар, 5-м юбилейном. В этом году там будет трек по архитектуре, называется он «Созидай и создавай». Как пришла идея создать этот трек, что будут делать участники?
Ну, во-первых, все, что происходит, конечно, это человеческий фактор, и, конечно, очень важна человеческая инициатива. И вот инициативная группа как раз для целей популяризации профессии архитектора предложили вот такой вариант. Конечно, мы все поддержали, и мы благодарим, конечно, наших организаторов Мусустара, что вот такой трек открылся. Будет у нас хакатон. Значит, категория людей — это школьники, студенты и молодежь до 35 лет, которые уже работают, но не более 3 лет. Мы им предоставим возможность, то есть у каждого района будет возможность собрать команду, и, соответственно, мы предложим общественные пространства, которые они должны проработать. Ну и самое лучшее общественное, в рамках как раз вот этого мероприятия эксперты будут обучать по вовлечению, по подходам, то есть каким образом тем самым студентам помогать немножко раскрывать мышление по-другому, да, и надеемся, что лучшее общественное пространство, если оно появится, то муниципальное образование без конкурса получит средства, да, финансирования на реализацию. То есть, условно, в рамках конкурса молодежь создает проект, этот проект побеждает в результате голосования и появляется потом. Муниципальное образование разрабатывает проектно-сметную документацию, мы вне конкурса его включаем в нашу программу. Слушайте, удивительно. Любовь Александровна, в заключение давайте немножко анонсируем какие-то ключевые события, которые будут в архитектуре в этом году. Знаю, что будет премия ЕГЭ осенью, скорее всего. Возможно. На следующий год. На следующий год. Один раз в 2 года. Хорошо, да. Тогда ждем премию ЕГЭ в следующем году. Что еще будет в этом? Ну, во-первых, у нас подготовка к международному конкурсу «Арх-Москва». Это первый раз, когда именно регион участвует. Вообще раньше «Арх-Москва» она подразумевала все-таки отдельные проектные организации, архитектурное бюро, то в последнее время «Арх-Москва» раскрыла, и там выступают регионы. Мы в этом году готовим экспозицию, и надеемся, мы, конечно, там победим. Тем более у нас опыт большой есть. В прошлом году, я уже говорила, мы получили серебряный знак на международном конкурсе зодчества. Также, конечно, очень много событий состоится в рамках ЕГЭ. Это, конечно, урбан-туры. Мы будем также продолжать наше муниципальное образование и молодые проектные организации вывозить, обучать, немножко развивать. И также планируем организовать мероприятия на играх «Манчары», где хотим рассказать о новых подходах вообще к проведению таких мероприятий. Это когда мероприятия брендируются, когда все идет в одной стилистике, и планомерно подготовка у муниципального образования идет вплоть до строительства каких-то объектов капитального строительства, либо некапитального строительства. Ну что ж, фронт работы действительно большой. Любовь Александровна, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.